Республиканский волонтерский корпус, созданный по поручению главы региона для помощи пожилым и маломобильным гражданам, уже помог сотням якутян в это непростое время. О том, сколько уже насчитывает в своих рядах это движение, кому и как помогает, как присоединиться к волонтерскому корпусу, мы спросим у Алены Кычкиной, руководителя Республиканского волонтерского корпуса. Алена, здравствуйте. Добрый день. Всего в Республике Саха-Якутия насчитывается уже более 2000 волонтеров. Мы находим, штабы имеются во всех районах нашей республики, в том числе и в городе Якутске. А вот как налажена работа, каков режим работы у вас? Получается, волонтерский штаб работает с 9 утра, начинает принимать заявки, после чего эти заявки отрабатываются, волонтеры выезжают по заявкам к пожилым людям. То есть до 6 вечера заявки полностью, которые поступили к нам в штаб, уже отрабатываются, а остальные, которые после 6 приходят заявки, мы уже переносим на 9 утра. То есть уже с 9 утра волонтеры выезжают. А как распределяются обязанности между волонтерами? Волонтеры, получается, имеются волонтеры штаба, которые работают в колл-центре, принимают заявки от пожилых. Также есть волонтеры, которые регистрируют волонтеров, проводят инструктаж, технику безопасности и уже отправляют волонтеров непосредственно на выезды. Ну и, соответственно, есть волонтеры выездных групп, которые едут в магазины, покупают товары, продукты либо лекарства и уже привозят их пожилым благополучателям, получается. Ну и онлайн-волонтеры у нас, соответственно, имеются, которые помогают в помощи, информирования населения и в том числе в таком ключе. Алена, работа волонтеров, ваша работа сейчас, наверное, очень отличается от той, которую в обычное время вы выполняете. Да, конечно, но все равно такая помощь оказывалась ранее, но сейчас в большем объеме все это происходит, охват населения очень большой, нуждающихся в помощи волонтеров возросло, ну и волонтеров новых, которые в ряды впервые включились, тоже стало много. А вот как обеспечивается безопасность волонтеров? Какие средства используете защиты? Так, получается, у нас есть маски, которые волонтер меняет каждые 1,5-2 часа после использования. То есть на выезд он обеспечивается несколькими масками, и в том числе перчатки, которые он после каждой заявки меняет. И, конечно же, это антисептические средства, карманные. Мы вчера получили из Москвы карманные антисептики. И, получается, он уже с собой всегда носит эти средства индивидуальной защиты. А вот сейчас больше всего и в какой помощи кто нуждается? Сейчас к нам очень часто обращаются пожилые люди, которым нужны лекарства, которые надо доставить из поликлиники, забрать. Это первая необходимость, и сразу в срочном порядке волонтеры выезжают и доставляют эти лекарства. Ну и пожилые люди, которые находятся в зоне риска, конечно, всего в этой ситуации, и которые соблюдают режим изоляции, не выходят и заказывают помощь у волонтеров, обращаются к волонтерам. А как обратиться к вам за помощью? Куда-то позвонить, может быть, да? Да, соответственно, они могут позвонить на горячую линию, которая у нас есть федеральная, круглосуточная, и, соответственно, наша региональная тоже линия, которая сейчас тоже открылась, и наши ребята из колл-центра принимают тоже заявки через сайт, либо через звонки. А как пожилые люди реагируют на помощь? Вот какие у них просьбы и пожелания? Просьбы, конечно, бывают разные, но мы стараемся принимать заявки, советовать, чтобы заказывали они как минимум на 1 неделю, первой необходимости хлеб, который заказывают, несколько пачек молока могут заказать. Но бывали случаи, когда люди заказывали очень большое количество имбиря и лимона, но все это, конечно, мы им все равно доставляли в любом случае. Но сейчас люди уже заказывают такие крупы, муку и так далее. Первой необходимости. А все ли поступающие заявки успеваете выполнить?
Да, все заявки, получается, выполняются. Бывают заявки, которые поступили через федеральный колл-центр, они не, ну, бывает, что они уже сделаны, отработаны, то есть сын либо внук в другом доме проживающий привез им, получается, продукты, купил, помог своим родным. Вы уже упомянули, что волонтеры есть и во всех районах, а вот созданы ли там волонтерские объединения и как вы им помогаете? Ну, то есть, получается, созданы при Республиканском волонтерском корпусе, который был создан с Министерством молодежи, с ресурсным центром по работе с волонтерами и также волонтерами-медиками. И в каждом районе созданы штабы волонтерские, и в каждом районе тоже, в каждых поселениях имеются волонтеры, которые помогают при местах пожилым людям. Ну, вы сказали, у вас То ряды есть это волонтер. пополнились. Да, а как можно стать волонтером? Из какого возраста вы берете? Да, вот именно сейчас по этой акции «Мы вместе» мы принимаем в ряды волонтеров 18 лет и старше, получается, до 50 лет. Они у нас работают вот в таком диапазоне возраста. А как стать Ну и волонтером? записываться, да, стать волонтером можно зарегистрироваться на сайте мы вместе 2020.рф, там имеется графа «Стать волонтером», и, соответственно, там алгоритм не очень сложный, в принципе, можно зарегистрироваться, и эта заявка уже к нам непосредственно приходит, и мы с волонтером связываемся. Алена, лично для вас вот что дает такая работа? Ведь она, несмотря на то, что безвозмездная, она довольно рискованная сейчас. Ну, сейчас, получается, мы оказываем помощь. Это, наоборот, радует, что мы не остаемся в стороне и получаем благодарности от пожилых людей. Это, можно сказать, наш долг, можно сказать, так как я сама медик и должна помогать людям пожилого возраста, ну и вообще большинству населения. Ну и много новых знакомств, много знаний, которые, в общении с людьми и так далее. Много, наверное, за месяц работы, за 4 недели работы я уже получила, поэтому надеемся, что и дальше будем работать в полную силу. Алена, большое спасибо за беседу. Рада, что нашли время для нас. А вы не переключайтесь, мы следим за развитием событий.